Здравствуйте, это студенческие новости СГУ. С вами Любовь Филиппова. И сразу к самым свежим новостям. Очередной поэтический вечер «Эхо» прошел в Коми Республиканской юношеской библиотеке. За чашкой горячего чая студенты обсудили творчество молодых поэтов университета. Вопрос формата, он очень важен, потому что действительно есть уже встречи литературные, поэтические встречи, которые специально на конкурс заявлены, а здесь мы все-таки придаем поэзии какую-то камерность. Не знаю, для меня поэзия так лучше воспринимается, чем к соревнованию, которое каждый хочет что-то, каждый хочет пройти, каждый хочет показать себя. Ярмарка изделий, созданных руками студентов, вновь прошла в фойе главного корпуса. На этот раз она была посвящена празднику Пасхи. У нас очень много народных кукол, таких очень тряпичных, нежных, мягких. И почему нельзя детям покупать такие тряпичные, аккуратные куклы, в которых чувствуется тепло рук, тем более по цене они даже получаются дешевле. Мир, понимаете? Мы же этот мир спасаем. Умирают за эту жизнь молодые ребята. Время для писем. А в студенческом театре 7+, премьера. Спектакль под названием «Простите нас, девочки». Студенты поставили его по повести Светланы Алексеевич «У войны и женское лицо». Вот в фильмах о войне показывают. Медсестра на передовой, аккуратненькая, чистенькая, в юбочке. Неправда это? Разве могли вот такие вытащить раненого? Не очень-то в юбочке наползаешься, когда мужчина вокруг. А юбки только в конце войны выдадут, как парадные. Юбилей Победы стал темой не только творческих, но и интеллектуальных мероприятий университета. Пример тому – игра «Что, где, когда». В этом семестре интеллектуальная игра «Что, где, когда» проводится уже во второй раз. Темой для этой встречи послужил приближающийся юбилей Дня Победы. Студенты-знатоки почтили память и продемонстрировали свои знания о пулях снайпера Василия Зайцева, агентурной кличке Штирлица и в целом о Великой Отечественной войне. 3 тура, 36 вопросов, 16 команд, одна общая тема. Именно так выглядел новый этап интеллектуальной игры «Что, где, когда». Знаний школьной программы по истории было явно недостаточно. Некоторые вопросы требовали дополнительной эрудиции. Не каждый знает, какая песня звучала во время отправления первого военного эшелона или куда делось вино для блокадного Ленинграда. На самом деле сегодня вопросы были намного сложнее, чем в обычных играх, однако результаты выше, чем обычно. С минимальным отрывом победу одержала команда «Критика». Второе место – «Бодрые сосиски», бронза у лемуров. Если честно, мы вообще думали, что мы ответим на 2-3 вопроса, потому что мы совершенно не подкованы в этой сфере. Но получилось хорошо, получилось, чтобы ответили раз в 20 лучше, чем думали, и победили. Есть просто гордость, что мы выиграли, потому что мы не побеждали последние 2 года нигде серьезно, а тут на тебе. Анастасия Безносикова, Анастасия Чучина, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. С 1950 года, 7 апреля, во всем мире празднуют День здоровья. В Сыктывкаре участники социального проекта «Оберег» организовали несколько акций возле нашего университета. О том, как это было, расскажет Ирина Рихтер. Приобщать горожан к здоровому образу жизни социальный проект «Оберег» начал еще в феврале. Каждую неделю ребята организуют спортивные мероприятия. Позвали, мне очень понравилось. Один раз пришел и все, затянуло. К пропаганде правильного образа жизни волонтеры подошли творчески, организовав массовые зарядки и конкурсы на свежем воздухе. На самом деле круто, и вот мы своим поведением пытаемся всем это доказать и привлечь. В рамках Всемирного дня здоровья прошло 3 акции – печеньковые старты, шоколадный допинг и леденцовый фитнес. Все началось с массовой разминки под музыку, после чего волонтеры устроили несколько площадок с разными заданиями, за выполнение которых прохожие получали печенье, леденцы и шоколад. Делай упражнения, получи печенье! Отжимания, прыжки на скакалке, эстафеты – все нашли для себя интересные и посильные занятия. 55, 56, 57, молодец! Получи
получи вкусную печеньку. Учеба – это приоритет, мы все понимаем. В свободное время мы проводим акции. Это, кстати, наша 7-я акция. Приходите к нам, будьте с нами, будьте позитивны и здоровы. Желаю всем здоровья. Ирина Рихтер, Руслан Бабкин, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. Студенты все чаще организуют новые и необычные внеучебные мероприятия. Например, гуманитарии открыли декаду своего института всем известным, но совершенно новым для университета музыкальным конкурсом «Угадай мелодию». Впервые в университете по мотивам телевизионного шоу прошла игра «Угадай мелодию». Студентам и преподавателям предстояло пройти 5 туров. В отборочном этапе угадывали мелодии прямо из зрительного зала. В отборочном туре у нас 3 категории. Военные песни, детские песни, современные. В первый соревновательный раунд прошли 15 человек. В каждом следующем туре выбывало по 3 участника с наименьшим количеством баллов. При этом почти все мелодии были угаданы. Поднялся номер 4. Ёлка, девочка, студентка. Правильно. Университетский Валдис Пельш Инна Малашенко организует «Угадай мелодию» не в первый раз. Этот конкурс она проводила еще в школе. Теперь он адаптирован и для университета. Секунды, которые были назначены, не проходили, они отгадывали намного раньше эти песни. То есть, мне очень понравилось. Вообще, все прошло очень классно. К 4-му этапу в борьбе за первенство осталось 3 финалиста. Самой музыкальной оказалась заместитель директора института Юлия Сергеевна Афанасьева. В суперигре она также отгадала все мелодии и взяла главный приз. Я очень люблю слушать музыку, просто запоминала, смотрела в детстве «Угадай мелодию» программу, сейчас уже не смотрю, но она все равно популярна. И всегда какая-то музыка на слуху, ее слушаешь на радио, слушаешь по телевидению, в разных проектах. Игра получилась атмосферной, и участники и болельщики остались под хорошим впечатлением. Ксения Акимова, Руслан Бабкин, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. А сейчас мы с вами заглянем в будущее. О том, что ждет нас в ближайшие 2 недели, расскажет моя соведущая, светлый журналист в первом поколении Екатерина Попова. Здравствуй, Катя. Привет, Люба, ты просто раскрыла все мои карты. Начну с того, что уже 3-й раз в университете пройдет поэтический марафон. Теперь он посвящен теме 70-летия Великой Победы. Если у тебя есть стихи на заданную тему, обязательно участвуй в марафоне. Заявки принимаются до 13 апреля. А если ты с трудом подбираешь рифмы, ничего страшного. Приходи послушать молодых поэтов 17 апреля в 17:00 в камерный зал на Старовского. Теперь информация для тех, кто задумывается о трудоустройстве. Ярмарка вакансий пройдет в университете. Центр занятости и конкретные работодатели предоставят вакантные места города Сыктывкара и республики в целом в главном корпусе 17 апреля с 2 до 5 вечера. Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Нет, каждый год мы с ребятами пишем тотальный диктант, и вы можете проверить себя на грамотность 18 апреля в корпусе университета на Катаева 9. Начало в 15:00 по московскому времени. А первокурсникам советую уже готовиться к конкурсу «Лучшее среди первых». В период с 13 апреля по 15 мая пройдет несколько этапов состязания. Группа с наибольшим количеством баллов за учебную и внеучебную деятельность получит титул «Лучшее среди первых». Екатерина, а что-то давно у нас не было спортивных новостей. Будет нам за кого поболеть в ближайшие 2 недели? Конечно, уже стартовали игры по женскому баскетболу. А какой институт одержит победу, узнаем после финальных встреч. Они пройдут с 13 по 16 апреля. Кроме того, впервые в СГУ пройдут соревнования по кроссфиту 15 апреля в 17:00 в 8-м корпусе университета. Для участия необходимо оставить заявку в группе ВКонтакте. А на этом у меня все. С вами были анонсы и Екатерина Попова. Спасибо, Катя. Ну а на этом у нас все. С вами была Любовь Филиппова. Вы можете не следить за самыми интересными событиями университета. Мы все равно вам о них расскажем.